Накануне примерно в 22:40 на 57-м километре Назрань-Малгобек водитель автомобиля марки «Мерседес» в результате несоблюдения очередности проезда совершил столкновение с автомобилем той же марки. Днем ранее, 19 числа, примерно в 17:30, неустановленное лицо на автомобиле ВАЗ-2199, двигаясь по улице Ахриева в сельском поселении Яндери, совершил наезд на 17-летнего подростка, после чего скрылся в неизвестном направлении. Парень с различными телесными повреждениями был доставлен в республиканскую клиническую больницу. Его состояние оценивается врачами как стабильное. В тот же день наезд на человека произошел и в городе Назрань. Только за 2 дня погибло 2 человека и 3 пострадали. Это наезд на пешехода, который произошел 19 января в городе Назрань. К сожалению, там у нас погиб 1 пешеход. И ДТП, которое произошло по автодороге Назрань-Малгобек. К сожалению, водитель, управляя автомобилем «Мерседес» 58 года рождения, без права управления, из-за несоблюдения очередности проезда совершил столкновение с другим транспортным средством, таким же «Мерседесом», в результате чего пассажирка первого «Мерседеса» скончалась на месте, второй пассажир и водитель другого транспортного средства были госпитализированы. Жажда скорости, выброс адреналина, спешка толкает нас на неоправданный риск с летальным исходом. Проспект Базоркина еще летом прошлого года был реконструирован по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По всей длине улицы проложена линия ночного освещения, сделаны пешеходные переходы и установлены специальные бордюрные ограждения. Но никакие меры не могут помочь, если люди сами не будут осторожными. Так пожилой житель переходил дорогу в неположенном месте, а скорость водителя была настолько высокой, что тот не успел вовремя затормозить. В общем, как водители, так и пешеходы полностью игнорируют правила дорожного движения. Только учащаются случаи дорожно-транспортных происшествий, и которые несут огромное количество жертв за собой. Элементарное несоблюдение даже каких-то элементарных правил приводит к большим последствиям. Водители должны быть начеку, смотреть в оба, нельзя отвлекаться на дороге, и также сами пешеходы тоже должны знать правила. Пропускают больше на пешеходах, где есть камеры, или на главных пешеходных переходах, а так, где никто не увидит, где никто не осудит. Там бывает, что проскакивают, редко очень пропускают, особенно рядом с 5-й школой в Центр-Камазе. Там редко очень останавливаются водители, даже когда остановились, говорят слова благодарности, хотя они должны и так останавливаться на пешеходном переходе. Только за прошлый год в республике зарегистрировано 181 ДТП, 58 человек погибли и еще 303 пострадали. В Ингушетии количество автомобилей превышает отметку 100 тысяч. Это получается 1 авария на 400 машин, что в 40 раз ниже, чем в столице страны. За прошедший год в Москве, где зарегистрировано 7 миллионов 200 тысяч автомобилей, произошло всего 450 дорожных происшествий. Цифры заставляют задуматься, куда все спешат. МВД разработала план для понижения уровня дорожно-транспортных происшествий в нашем регионе. Мы сейчас проводим отработку нарушений, это неиспользование ремней безопасности и перевозку несовершеннолетних транспортных средств. Но судя по последним фактам ДТП, мы будем работать в дальнейшем по пешеходам. Мы будем отрабатывать нарушения водителями, когда они не уступают дорогу пешеходам, и пешеходы, которые будут нарушать правила дорожного движения, то есть переходить проезжую часть в неустановленном месте. Из-за агрессивного вождения властям приходится ограждать пешеходные переходы искусственными неровностями. Также их устанавливают и в более опасных зонах, чтобы не позволить водителю превысить допустимую скорость. От Назрани и до Сунжи насчитывается более 80 лежачих полицейских, что создает дискомфорт для многих автолюбителей, но жители сами же своим поведением создали себе неудобства. Хотелось обратить внимание наших водителей, жителей республики, на реконструкцию федеральной дороги Кавказ, то, чтобы они соблюдали очередность проезда, были уважительны к другим водителям транспортных средств, обращали внимание на дорожные знаки. В связи с реконструкцией у нас идет в некоторых местах загруженность дорожного полотна, не все водители соблюдают скоростной режим, не все водители соблюдают уважение к окружающим, к сожалению, чего они совершают дорожно-транспортные происшествия. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Магомед Дизигов. Новости 24.